Они идут как зомби. История нам показывает, что это у них в крови. Без крови, без этих жертв, без этого убийства они не могут никак. В Чечне, да, Грузия, Сирия, Украина. Где их нету? В Афганистане они были, убивали, в Ливии они находятся, в Африке они находятся. Я считаю, что неправильно было бы заморозить ситуацию, войну. Многие ФСБшники, которые находятся, недовольны Кадыровым. Пока есть Путин, есть Кадыров. Нет Путина, не будет Кадырова. Те, которые близкие Кадырова люди, они сидят там в Курской или там в Белгородской областях. Они не воюют. 90% чеченцев отправляют насильно сюда. Сказать, что Украина не выдержит или не победит, для меня это просто смешно. Для Украины, если они свои территории вернут, я думаю, заканчивается война. Но для нас нет, пока мы не вернем свои территории. Без развала России реально, нам будет это очень трудно сделать. Для нас это Грузия очень важно было. Чеченцам и кавказцам даже. Там Израиль, Иран, Хезболла и Украина. Россия сильно проиграла на Ближнем Востоке. Приветствую на РБК Украина. Мое имя Дмитро Олійник. Украина, Сирия, Чеченская республика Ичкерия. Разные истории, разные культуры. Но очевидно есть то, что объединяет все эти истории. Это борьба с захватчиком против тирании и насилия. Во всех этих трех историях участвовал и продолжает участвовать мой гость. Абдул Хаким, командующий войсками Чеченской республики Ичкерия, экс-командир отряда чеченского в Сирии. В 2022 году прибыл в Украину и воюет против России вместе с нами. Я рад вас приветствовать. Приветствую всех. Расскажите, давайте начнем с того, как вы вообще оказались в Украине для наших зрителей, которые, возможно, в этом интервью впервые будут знакомиться с вами. Я думаю, не важно, как я попал сюда. Важно то, что я здесь и воюем против нашего общего врага. А в каких операциях этой российско-украинской войны, полномасштабного вторжения, вы участвовали? Хотелось бы во всех, чтобы участвовал, но не получилось во всех. Мы можем говорить о некоторых, или это все пока что должно оставаться тайной? Я участвовал в операциях, в Бахмуте был, Торецке был, Харькове был, где-то в Белгородской области был. Не хочется, у нас это не принято говорить, что я сделал, как я сделал. Насколько плотно вы общаетесь с украинскими военнослужащими? Как вы оцениваете их боевой дух, уровень подготовки? Уровень подготовки каждым годом выше и выше, как я вижу. Дух они сами показали, это в течение 3 лет, мы это видим, стойкость и дух украинского народа и военных. Так, чтобы сказать, с первых дней полномасштабного вторжения до сегодня меняется в какую-то сторону, в плюс, в минус? Я вижу я могу ответить за тех, которые я участвую с ними. У них все отлично, все. Стойкость, дух, отлично, все четко. На высоком уровне. За счет чего россиянам удается продвигаться в последнее время, не только в последние, все эти 3 года, просто в последние полгода интенсивность продвижения высокая достаточно? Это даже для нас и Второй мировой войне, то, что они выиграли всегда. История, то, что у них было. Пушечное мясо, количество людей, которые без ответственности, без ничего, без отчета, которые они отправляют. Они как долго могут продолжать в таком режиме действовать? Мы видим в России 140 миллионов пока человек. У них получается все. Сколько мы сможем продержаться. Мы сейчас говорим еще и о том, чтобы вернуть свои территории, и не только продержаться. Есть ли шанс, на ваш взгляд, у Украины вернуть оккупированные Россией территории? Я в этом даже не сомневаюсь, что у нас получится вернуть эти территории. Дело времени только. Если это мировое сообщество будет поддерживать, я думаю, это дело времени. Можно ли конкретизировать? Говорят, что Крым сложнее вернуть, или наоборот, Донбасс тяжелее, Крым проще. Я не вижу разницу. Если, опять же, если дадут все то, что необходимое, самолеты, дальнобойные, все, что они нужны нам дадут, я думаю, не вижу никаких проблем в этом. Крым, Донбасс, Херсон, разницы нет. Каким вы видите завершение этой войны? Где Украина вернула эти территории, и таким образом она завершается? Для Украины, если они свои территории вернут, я думаю, заканчивается война. Но для нас нет, пока мы не вернем свои территории.
То есть для вас не только победа Украины, а и поражение России однозначно будет маркером? Для нас, как бы, ну, если сказать правду, заморозка это как бы невыгодно. Эта война, которую Россия развязала против Украины, отличается от тех войн, в которых вы Да, принимали участие? да. То, что война в Чечне, это была как бы, ну, партизанская война. То, что в Сирии, это, как бы, можно сказать, больше диверсионные операции были такие. Ну, у нас был тыл хотя бы какой-то территории. А в Украине это полномасштабная война, которая идет. В военном плане это разная война. Ну, И в политическом плане очень большая разница. те хроники, которые мы видим чеченских войн, российско-чеченских войн, там масштаб удивляет, поражает, не похоже на просто партизанскую войну. Там тоже тяжелая техника, авиация, гражданские в огромных количествах просто гибли. Ну, у России то, что есть там ресурсы, да, как бы в военном плане, людской, ну, вы же знаете, как бы нас, как бы это было 1 миллион человек, может быть. А Россия сколько? У нас как бы самое крупное, то, что я видел, это, ну, гранатометы, может быть. И ты всегда как бы, ну, в окружении. То, что было в Чечне. В Сирии это как бы, ну, у тебя какой-то тыл был. Ну, какая-то техника тоже была. Ну, и какие-то самодельные там артиллерия, может быть, было. А в Украине сейчас добавились еще там дроны, как бы сильно меняет. А сколько вам лет было, когда началась Вторая Чеченская война? И в какой роли вы участвовали? Как это у вас тогда происходило? Ну, как война началась, я же занимался спортом. И все мои как бы друзья, близкие, спортсмены, которые со мной занимались, все они вышли как бы на эту войну. И я с ними вышел. У меня другого варианта не было. За счет чего Путину удалось достичь результатов? Только за счет количества мяса, которое они кидали? Ну, первую войну они же проиграли, 94-96. За эти, ну, те, которые упущения, ошибки, которые они сделали, недоработки, которые сделали первую войну, они взяли в этом как бы урок. И за 3 года подготовили таких же, как кадыровцы, ямадаевцы. Реально большой вред они тоже нанесли. Была самая большая проблема в этой, которые с тобой воюют, переходят на их сторону. И ты, как бы, они все знают про тебя. И забирают твои родители, забирают твои братьев, жен, детей, пытаясь, чтобы ты перешел на их сторону. Многие это не выдерживали, переходили на их сторону. Потом воевали против нас. Вот это тоже сильно очень повлияло. Ну, я, насколько понимаю, ровно такой сценарий в Украине не повторяется. В Украине Нет. такого и близко нет. Не, близко нет. А после Чечни вы были в Сирии, воевали там, и были попытки свержения режима Асада. Почему они были провальными тогда? Тогда на сирийской стороне была Россия, КСИР иранский и Хизбалла вот эта ливанская. Поэтому сильно как бы реально было очень трудно. И мы как бы были разобщенные очень сильно. Разные группы, как бы говоря. Ну, на сегодняшний день в Сирии тоже группы разобщенные. Они не единым фронтом, насколько я понимаю. Сейчас единый фронт. Единым фронтом. Да, но есть 2 стороны. Там есть Идлиб, есть и там Азаз, Африн. Но они сейчас как бы единым фронтом как бы делали. Ну, сейчас что помогло? Война в Украине. Все как бы больше ресурсов пришлось России перетянуть против Украины. Это очень сильно им помогло. Второе, то, что Израиль обезглавила Хизбаллу ливанскую и КСИР, вот это, короче, иранский. И помощь в Турции очень сильно помогло. Некоторые считают, что Турция здесь вообще первое место занимает в этой истории, как будто бы Эрдоган это все и затеял. С другой стороны, да, такой фактор, как послабление проиранских прокси, все-таки решающую роль тоже сыграл. Я не думаю, что это как бы все как бы там поменяло Турцию, реально. Просто там сейчас, они там с 2017 года, по-моему, по 19, ну, 4-5 лет готовились сирийцы. Они как бы над своими ошибками работали, реально объединялись в одно как бы целое. И вот этот как бы момент, то, что там Израиль, Иран, Хизбалла и Украина, это очень сильно как бы дало помощи. Вы испытали радость, когда режим Асада пал? Это можно так назвать? Это является какой-то внутренней победой, может быть, для вас? Конечно.
Для меня как бы те, которые просто, если какие-то проблемы у России насчет этого, и те, сколько там людей убивали, вот это, короче, иранские, и Хезболла, и это вот, и, короче, алавиты, Иран, Сирия, Ливан. Падение Асада, как, на ваш взгляд, скажется на позициях России в геополитике? В геополитическом плане, как бы, да, Россия сильно, как бы, проиграла на Ближнем Востоке. И, как бы, на мировой арене, то, что они, как бы, показывали, что они такие влиятельные, там, короче, сильные, тоже на их авторитет очень сильно повлияло. Что сейчас понимают, что эта Россия, оказывается, не такой уж сильной была. Ну, Запад и так увидел, что Россия не очень сильна. Авторитет для кого? Для глобального юга, для партнеров там, Индии и Китая? Не, Индия, Китай, не думаю, да, в общем, все, которые Европа. Но фактически ведь Путин ничего не проиграл в Сирии. Он не претендовал на территории, ему дали возможность вывести оружие и личный состав. И он, по-моему, даже остаются там части. Не, по-моему, 90, ну, по-моему, не остаются. Их выводят потихоньку. Угу. Ну, в геополитическом плане то, что нахождение там, вот этом, как бы, Ближнем Востоке, для них это очень важно было. Сейчас, если потерять вот этот Ближний Восток, для них это очень сильно, как бы, и на авторитет влияет, и на имидж влияет сильно. Но, с другой стороны, они могут использовать это оружие, этих людей теперь в войне против Украины. Это имеет... Было бы хорошо, если у них все там забрали бы, перебили бы там. Да, для нас это было бы хорошо. Это большой риск для Украины сейчас? Нам стоит ожидать так же, как и вот войска Я КНДР? не думаю, что это большой риск. Это не такое там количество, чтобы что-то поменяло. Какое, на ваш взгляд, будущее ждет Сирию, учитывая, что группы, которые повалили режим Асада, они между собой не всегда дружат, конфликтуют, нет единства? Я думаю, помощи союзников, соседей, у них все получится. Они сильно, как бы, им помогает, это Турция. Можно сказать, что Турция объединила группы, которые конфликтовали до этого между собой? Сейчас как бы они будут помогать в экономическом, военном плане и политическом плане, реально поддерживать их сильно. Сирийцы будут возвращаться в Сирию? Да, Несмотря на то, что Сирия разбита, да. там нет где жить. Ну, тех, которые сирийцы, я знаю, им как бы, они не капризные, они как бы очень простые, они вернутся. Им многого не надо. И они будут отстраивать, если Да. будут инвестиции в страну. Да. А как же сирийцы, которые живут в Европе на пособиях, они привыкли к более качественной жизни за эти годы? Ну, скорее всего, с Европы не все вернутся, но я думаю, большинство вернутся. Те, которые жили в Турции, они однозначно вернутся. И для Турции тоже это как бы, столько беженцев, которые находятся на территории Турции, это было бы очень правильно, чтобы их вернуть туда-обратно. И мы видим, что они каждый день возвращаются. А насколько Иран ослаб в связи с последними событиями на Ближнем Востоке? Действительно ли все его прокси сейчас разгромлены? Реально, да. Их обезглавили реально. Вот это именно организация КСИРОН, которая у них была, силовой блок, она обезглавлена. И они ничего не смогли сделать в Сирии. Ни они, ни Хезболла, вот этот ливанский. Израиль их как бы обезглавила. Ну, Хизбалла, Хамас, понятно, что они ослаблены, а есть еще хуситы. Есть какие-то силы, за счет которых Хуситы, Иран они же в Йемене попробует... Да, в Йемене. Которые попробуют поднять голову, если мы говорим про ключевое противостояние Ирана и Израиля. Ну, территория Йемена, это очень, сколько там, 2000 километров, по-моему, от Израиля. Я не думаю, что что-то поменяется. То есть можно сказать, что на Ближнем Востоке сейчас Израиль поднимает голову, Иран ее опускает. Да. С помощью, опять же, мы же видим, как союзников Израиля. А вы сказали о том, чем отличаются эти войны, 3 войны. А есть какие-то схожества? Чем они похожи? Схожесть только, по-моему, по преступлениям, которые Россия делала. И в Чечне, и в Сирии, и в Украине. Без разницы, они везде убивают гражданских и бомбят школы, больницы, садики, без разницы. По преступлениям, да, все похоже, одинаково. Мы увидели Бучу, Мариуполь, Изюм,
В последнее время в новостях очень много информации о том, как россияне расстреливают украинских военнопленных. Для вас это не новость, это ровно так и происходило в Чечне? Да, у нас то же самое было. Алды, Самашки. Это то, что там зафиксировано. Таких случаев сотни, которые братские могилы, которые убивали, закапывали, находили очень много. Тогда просто не было ни телефона, ничего такого в медиа, и мы были в изоляции сильно. Поэтому это как бы не зафиксировано все. А так считаю, что из миллиона населения, там, треть часть населения убита. Из этих как бы 300 тысяч, 42 тысячи как бы дети. А это характеризует именно россиян? Это россияне такие? Просто в Сирии тоже обнаружили тюрьму, где не россияне, а сирийцы Асада растворяли в кислоте. В Чечне это, да, россияне же как бы все делали. А то, что в Сирии, сейчас те, которые вышли, там есть русскоязычные, которые вышли с тюрьмы, они говорят, тоже россияне тоже участвовали в этом. Приходили, пытали, допрашивали, издевались. А почему? Это иерархия такая, им это приказывают делать, или это у них в крови, в природе? Как это происходит? Почему они так История нам ведут себя? показывает, что это у них в крови. Как бы. Без крови, без этих жертв, без этого убийства они не могут никак. Им нравится это? Видно, что нравится. Без этого они не могут никак. Остановить это как-то можно? Это как-то... Да, развалом России. Если развалится Россия, это становится. Если нет, то мы видим, это началось примерно. Чечни, да, Грузия, Сирия, Украина. Где их нету? В Афганистане они были, убивали. В Ливии они находятся. В Африке они находятся. Везде, где их нет, где они есть, ты смотришь, что есть такие преступления, убийства, там, издевательства, насилие. Если Россия будет разваливаться, в Украине считают, что, Это скорее всего, это начнется начнется в Чечне или где-то на Северном Кавказе. Насколько это корректно? История нам показывает, что всегда это начиналось в Северном Кавказе. Угу. Нам бы хотелось, чтобы это начиналось там же, или в Чечне, или там на Северном Кавказе. А Надеемся, что это будет так. А за счет чего? Вот как это должно происходить? Это должен быть какой-то внутренний конфликт в элитах Северного Кавказа, как вот в последнее время между Кадыровым и Дагестаном. Ну, вот это то, что насчет Дагестана и Чечни, и Чечня, и Ингушетии, это как бы они заранее готовят себе почву. То, что сейчас Кадыров выступает, говорит, нам надо готовиться, как последнее выступление. Он говорит, нам надо готовиться к войне. Всем надо готовиться к войне, мы должны знать, сколько нам надо будет оружия, как вот это все. Кадыров, скорее всего, уже знает, в курсе, что если будет заморозка или война в Украине закончится, вот этот весь негатив, злость, это будет против Кадырова направлено. И еще один факт, то, что он всех амнистировал, ходит по домам, тех, которые находятся муджахидов в Сирии, по их домам ходим, родственникам говорят, что их амнистировали, они могут вернуться домой, к ним нету никакого претензий, их вопросы закрыты. Вот этот все факт показывает, что Кадыров в курсе. Если будет заморозка или война закончится в Украине, вот этот весь негатив, который будет направлен против Кадырова. В чем взаимовыгодность сосуществования клана Кадырова и Путина? Считается, что кадыровцы – это личная гвардия Путина. Насколько это корректно? Именно поэтому их сейчас не бросают в бой, берегут как бы. Путин контролирует чеченцев, можно сказать, через Кадырова. А Кадырова не будет, если не будет Путина. А и то, что объединяет, это все те преступления Путин, который убивал через Кадырова, политические, там, правозащитники, журналисты. Их связывает вот это убийство все. И Путин дает полностью как бы зеленую Кадырова и в России, на всем территории. Пока есть Путин, есть Кадыров. Нет Путина, не будет Кадырова. Но вместо Путина будет другой ставленник ФСБ. 99% Кадырова не будет после этого. И Кадыров это знает очень хорошо. Кадырову не удастся договориться с Путиным? Нет. Путиным, да. С наследником Путина? Нет. Потому что, как мы знаем, что очень многие ФСБшники, которые находятся, недовольны Кадыровым. То есть, не станет Кадырова, Путина не станет Кадырова. Это 99%. ФСБшники ждут смерти Путина? Да.
Есть какое-то партизанское движение на Северном Кавказе, в Чечне, в других республиках? Партизанское движение всегда было и есть. И Да. мы стараемся, чтобы это делать более масштабно и крупно. Насколько оно сейчас способно действовать? Насколько оно Мы активно? делаем все, чтобы сделать это организованно, как по веку. Возможно ли там внезапное свержение клана силовым методом? Но народ реально устал и согласны на что угодно. Реально то, что там давят, убивают, сажают, всех как бы поголовно сейчас насильно отправляют в Украину. Сейчас то, что мы видим, как бы, те, которые близкие к Кадырову люди, ну, они сидят там в Курской или там Белгородской областях, они не воюют. Воюют здесь большинство тех, которые они отправляют из народа, которые ловят по разным причинам и отправляют здесь, убивают. И как бы Кадыров избавляется от тех чеченцев, которые им недовольны. А те, которые с ним работают, запачканы с ними, которые в этих преступлениях, они в безопасности сидят, ждут. То есть, по сути, когда мы называем чеченцев кадыровцами, мы совершаем ошибку, потому что это просто простые чеченцы, которых отправляет власть воевать против Украины. 90% чеченцев отправляют насильно сюда. И неправильно говорить чеченцы, там, кадыровцы. Есть чеченцы, есть кадыровцы. Реально то, что мы знаем, я уверен в этом 100%, чеченцы недовольны, не хотят воевать в Украине. Им эта война не нужна была. Кадыров не может не воевать сюда, не отправлять людей, потому что он зависит от Путина. Ему сказали, он должен делать. А сами те, которые преступники вокруг Кадырова, которые засели там, они, ну, если это как они говорят, там, святая война, там, священная война, не святая, священная война, почему нету там ни одного, короче, близкого родственника или окружения Кадырова и других там, нету ни одного здесь. Если они как бы говорят правду, то есть это святая такая война, там, как они говорят, джихад там, да, ну пусть они присутствуют на этой войне, мы их не видели нигде. Мы видим, что те, которые, пленные, которые нам сюда попадаются, они там вообще насчет военных дел как бы ноль. Их ловили, отправляли там за деньги. Кто-то, да, я не отрицаю, что как бы не все те, которые там ловят, отправляют. Есть те, которые за деньги пришли. Но большинство это гражданские, которые они ловят, насильно отправляют. Ну, а разве они не зазомбированы пропагандой, как русские? Нет. Русские, мы же видим, действительно поддерживают агрессию Путина. Нет, чеченцы нет. 99% нет. Их не удалось обмануть, они чем отличаются? Не обманулись бы, если примерно я говорю, если сам Кадыров пошел бы, если Кадырова дети пошли бы, и там Мухтият, который там объявляет джихад, если их не дети были бы, они здесь были бы. Но их нету здесь. Их нигде не убивают, они нигде не попадаются в плен. Если они говорят правду, то просто присутствуют здесь. А насколько, собственно, кадыровцы, бойцы подготовлены? Каков их уровень вот армии Кадырова? Мы здесь в Украине не видели их подготовку. То, что под Киевом, что мы видели? Они соскочили. Пленных берут. Нигде я лично не видел, мы не видели как бы их подготовку. Ну, мы можем судить только потому, что они творят в самой России, в Чечне, когда отлавливают неугодных. Ну, смотрите, как бы там 2-3 человека, там, да, муджахида, которые окружают 1000 человек, это легко как бы свой профессионализм показать. Пусть они показывают здесь или где-то в других местах как бы их непрофессионализм. В Сирии их не было. Как бы были, но в бою мы их не видели, ни русских их даже. А в Украине они были, и что они сделали? Что они поменяли? Они говорят, за 3 дня возьмут Киев. Где они? По-моему, мы сейчас находимся в Киеве, да? А кадыровцев нет, ни русских здесь нет. Уже 3 года уже, ждем уже. Попадают ли ваши сослуживцы в плен? Были ли вообще такие прецеденты? Чеченцы? Да. С нашей стороны? Которые воюют на стороне Украины? Не было. Я не слышал, что это что-то было такого. Я правильно понимаю, что если бы такое произошло, то они бы были особо сурово наказаны? Потому что они считаются у себя на родине предателями. Кадыровым, я имею в виду. Да. Потеряли бы вместе, убили бы. У вас есть какой-то... Даже тех, которые здесь ловят пленных, которые со стороны Кадырова, да, которые отправляют там кадыровцев. Их здесь ловят, потом обменяли, отправили обратно. Или их сразу отправляют сюда, им условия ставят жесткие.
нет возврата. Если еще раз попадете, мы вас убьем. И есть много случаев, то, что они второй раз всех, короче, убили здесь. Мгм. А если с нашей стороны кто-то попал бы туда, Вам бы не давали шансов никаких. у нас нету шансов. Мгм. Надеемся, мы не попадем. Участились в последнее время удары, возможно, украинскими беспилотниками по объектам в Чечне, в Грозном. Насколько это влияет, возможно, на боевой дух кадыровцев, на какую-то политическую составляющую там? Ослабляет ли режим или нет? Но на авторитет Кадырова это очень сильно влияет, во-первых. То, что именно в плане военного, что там ослабляет их, я не думаю, это как бы, ну, такого ущерба как нету, то, что нанесли. Но народ чеченский очень доволен, очень рад насчет этого. Это ваше предположение, или вы имеете контакты и вы понимаете, что там действительно... Именно народ, Да. реально народ чеченский, реально очень, очень рады, очень довольны этим. Потому что, ну, именно кадыровцы и его круг очень сильно издеваются над нашим народом. Убивают, пытают, забирают, реально. Они не видят кроме себя никого там. Возможно ли добить Кадырова беспилотниками или другими средствами поражения, украинскими, неукраинскими, учитывая, что Чечня, в принципе, невелика территориально? Не думаю. Чисто беспилотниками не получится. Придется нам вернуться в любом случае. И заходить туда пехотой? Да. Без пехоты не получится ничего. Брать территорию. Кадыров просто так не отдаст эту территорию. Ни Чечню, никакой территории никто не отдаст. Если бы сегодня произошел распад России, хватило бы сил у республики, Чеченской республики Ичкерия, которая в экзиле, чтобы вернуть эту территорию? То есть в противостоянии с кадыровцами, вот лоб в лоб. Если распад России или развал России, то, по-моему, никто там не нужен будет. Реально. Они Это разбегутся? сам народ Мгм. добьет их всех. Потому что реально, ну, ни одной семьи нету, которой там они не убили, не пытали, не забирали, не издевались. Реально. Народ реально очень недоволен. Они как бы на что угодно пойдут сегодня. Если они где-то увидят, что может что-то поменяться, Кадыров там, ну, я думаю, что 2-3 месяца не продержится. Без поддержки России. А слухи о болезни, смертельной болезни Кадырова преувеличены? Какие-то болезни есть, я не думаю, что он там умрет от этого. Вы сказали, что без Путина не будет Кадырова. А без Кадырова что будет с Путиным? Это как-то повлияет? Ничего? Кадырова поменять не вопрос. Таких кадыровцев у него там, по-моему, 1000 находится. Если сегодня Кадырова не станет, он умрет от смертельной болезни, его заменит кто-то из его семьи? Не думаю, я думаю, какого-то россиянина отправят или там русского отправят. Насколько обычные мусульмане в России поддерживают, в Чечне поддерживают Кремль в агрессии? И смотрите, вот это мухтият, вот это все как бы имамы, эти ставленники, как бы ФСБшники, там, КГБшники, они никакого влияния не имеют. Ну, я могу сказать за мусульман, да, как бы. На мусульман никакого влияния они не имеют. И тем более в Чечне. Эти ставленники, весь народ мусульманский и как бы чеченский знает, что это как бы пешки, которые ставленники России и ФСБшники. Они никакого влияния не имеют на этих мусульман. А чего хотят мусульмане? Они ждут, так как и вы, момента распада России? Да. А нет прям таких русифицированных мусульман, которые... Но это и везде есть, и такие, И в Украине? и везде. Но это не такое количество, что что-то поменяет. Что случилось с самолетом азербайджанских авиалиний, который якобы над Грозным был сбит и упал в Казахстане? 100% кадыровцы сбили. Ну, я не скажу, что кадыровцы. На территории Чечни это сбитый как бы самолет. Нет, доказательств там хватает, по-моему. Но те, которые там выжили, говорят, там были взрывы. Есть те, которые раненые, самолеты, которые сидели там. Значит, есть даже видеосъемки. И там просто доказательства хватает очень, то, что это Панцер С1, С1, который... Есть доказательства. Просто вопрос в том, что не Чечне кадыровцы признают, Россия признает это или нет, просто только в этот вопрос.
Никто не будет наказан ни на Кавказе, ни в Кремле. Есть Азербайджан, который наверняка будет просить Я не думаю, что кого-то извиниться. накажут за это. Да, может быть, если они признают, извиняться, если сделают. Но я не думаю, что это кого-то накажут за это. Ни в Чечне, ни в России. Вы на поле боя в Украине, когда сейчас встречаете русских, вы видите какое-то отличие между тем, вот, какими они были тогда и какие они сейчас? В чем их особенность сейчас, вот в этом времени? Никакого отличия не вижу в этом. В начале войны говорилось, что они плохо подготовлены. Чмобики у нас было такое выражение. В последнее время сами военнослужащие говорят, не нужно недооценивать русских, они в последнее время подготовлены. То, что я заметил реально, то, что сейчас, они чем-то накачаны чем-то. Реально, они идут как зомби. Вот то, что есть отличие. Ну, их же ловят пленными очень много, короче. Смотрите на них, чем, короче, отличие от них. Такие же чмошники, которые там. Вы думаете, это систематический какой-то подход государства, военного командования накачивать? Или это Ну, они же всех ловят, отправляют. Есть те, которые добровольно идут. А есть те, которые, большинство идут, то, что сейчас последний раз в Харькове кто ловят. Большинство были те, которые нам просто 2 недели там где-то были на полигоне, отправили их там, когда ничего не было у них. Накачанные, вы имеете в виду вещества какие-то? Да. Но это использовалось и во время еще Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны. В принципе, это распространенная практика. Но сейчас это очень заметно со стороны России. То есть они как-то стимулируют химически своих солдат для того, чтобы они шли в бой? Ну, смотрите, как бы мы видели их, именно, я могу сказать, в Чечне. Они не подрывались, они не убивали себя, как бы не застреливались. А здесь то, что ты замечаешь, там, и как бы там сброс какой-то, они как бы взрываются, убивают друг друга. А войска КНДР – это серьезная угроза для Украины? Я не думаю, что это серьезная угроза. Это буквально Это мясо, то же самое которое... мясо, которое закидывают. Там мы же видим, что в Курской области что как бы делают. Они там колонной идут, короче, как бы пару сбросов. Все. Есть шанс Украине остановить продвижение интенсивное россиян? Мы видим, что оно, как будто бы шансов нет. Нам не хватает пехоты, нам говорят официально, не хватает оружия, не все вовремя поступает. Я на этот вопрос не могу правильно ответить, потому что у нас то, что было в Чечне, считайте, что у нас ничего не было. Ни больниц, ни боеприпасов, ни тыла, ничего, ни техники. Мы всегда находились в окружении. Лично я, как бы с 2000 года до 2009 года был дома. И для меня вот этот вопрос, для меня здесь, как бы, эта война, как бы, сравните с Чечней, там, 1% к 1000. Даже там 100 тысяч может быть. Мы бились, мы боролись, мы воевали, находясь в этом положении. А в Украине, с поддержкой Европы, всего мира, можно сказать, здесь задействовано полмира, как бы, поддерживает Украину. И сказать, что как бы Украина не выдержит или не победит, для меня это как бы просто смешно. Да, трудно, да, всегда бывает, надо как поддержаться, да, воевать, проявить стойкость. Вы уверены на 100% в победе Украины? Я на 100% уверен, что Украина победит, она вернет свои территории все. Даже не сомневаюсь в этом. Многие, получается, безосновательно боятся прекращения или сокращения поддержки Запада. Я считаю, что неправильно было бы заморозить ситуацию, войну. Потому что это такие моменты и в Сирии везде было. Это Россия как бы очень сильно пользуется этими моментами, подготавливается. Никогда нельзя как бы делать переговоры, когда Россия это просит. И если они этого не хотят, тогда, может быть, и надо думать, можно или нет это. Россия как бы не думает, что как бы на какие-то переговоры пойдет, если им это не выгодно. Россия сейчас и не хочет, она наоборот заявляет официально. Я думаю, они одно говорят, но договорятся. Но с другой стороны, Украина ведь тоже может усилиться в тот момент, когда будет условное перемирие. Да, и если причем... мы используем это время. То есть нельзя однозначно сказать, что заморозка нам в минус. Мы можем использовать это время. Да, если мы используем. Если не начнется опять же, как же и в Грузии, и в других государствах, с влияния России, внутренние как бы, конфликты, проблемы.
А Грузию мир потерял, на ваш взгляд? Кстати, говорят, что кадыровцы там участвуют в подавлении протестов в последнее время. Да, кадыровцы участвуют 90%. Там есть кадыровцы. У нас есть информация, что кадыровцы там участвуют. Я не думаю, что Россия не отдаст эту территорию Грузии просто так. Если дойдет до этого, что как бы у России не получается контролировать эту территорию, я думаю, что они войной зайдут туда. То есть, если сейчас Зурабишвили и протестующие возьмут гору, а русские войдут просто на танках и подавят этот протест? Да. Получается, что мы потеряли, мир потерял Грузию как минимум ситуативно на ближайшие годы. Да, если грузины не будут воевать, не будут отстоять свою свободу, свою независимость. А грузины склонны воевать, так как воевали чеченцы, так как воюют украинцы? Я надеюсь, да. Я надеюсь. Потому что для нас эта Грузия очень важна была. Чеченцам и кавказцам даже северным. Украина признала Ичкерию территорией, которую оккупировала Российская Федерация. Каким вы видите будущее Ичкерии? Мы очень благодарны украинскому народу, что признали нашу территорию оккупированной. Я надеюсь, Ичкерия будет свободной, независимой, и у нас все будет хорошо. Я уверен в этом. Может ли Ичкерия стать независимой и возникнуть как государство отдельное? Я так понимаю, это все завязано на Кремле или достаточно Кадырову, этому клану уйти? И тогда будет такая возможность. Как вот этот путь, каков он к независимости? Во-первых, это развал России. Без развала России реально, нам будет это очень трудно сделать. Это победа Украины над Россией. После этого, если будет помощь мирового сообщества, у нас все получится. Без поддержки мирового сообщества, реально, в политическом, военном плане, это будет очень трудно. В прошлый раз ее не было, этой поддержки, в нулевых и в 90-х. Не было. В этот раз вы рассчитываете на то, что она будет? Тогда, скорее всего, наши ошибки были в это время. В 94-м, 99-м. В 94-м это больше поддерживали. А вот в 99-м уже мы были в изоляции реально. Сейчас мы сделаем все, чтобы эта поддержка была. Наши политики делают все. Надеемся, что будет поддержка. Много десятилетий на Западе боялись развала России. В последнее время говорят, что если она развалится, то, получается, ядерный арсенал окажется в руках разных кланов. Насколько оправданы такие страхи? Скорее всего, нам это ядерное оружие не попадет, по нам, это ничего не меняет, в нашу сторону. Мы хотим свое государство, независимо жить в своем государстве. А другие государства потенциальные на Северном Кавказе тоже могут претендовать на какую-то независимость? Вы видите какие-то сильные стремления, кроме Республики Чеченской? Конечно. Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино. Все захотят отделиться. Однозначно. А не на Кавказе есть какие-то регионы, которые тоже, в целом в России, которые стремятся и, скорее всего, воспользуются случаем, если будет Россия разваливаться? Надеюсь, да.